Издавна основным богатством Якутии считалась пушнина. Правда, отца правительства усмотрело еще одно достоинство края – идеальное место ссылки. 12 лет провел на берегах Вилюя великой Прометей революции Чернышевской. Пушнину увозили купцы, а навстречу их караванам плыл по зимникам кандальный звон. Вот и все, что связывало Россию с огромной территорией, которую геологи назвали Сибирской платформой. Сейчас воздушный мост крепко связал Якутию с центром нашей страны. Более полувека назад обширные территории северной части России в Западной Якутии стали центром промышленной алмазодобычи. Глобальные перемены оказали значительное влияние и на жизнь коренного населения – эвенов и якутов. Проводники каюры помогали геологам преодолевать большие расстояния на пути к алмазоносным трубкам. Есть свои спутники у алмазоискателей, местные жители, проводники каюры. Впрочем, теперь и наш круторогий Северный Олень тоже стал другом алмазоискателей. Первые взрывы 60-х возвестили о начале нового времени. Якутия стала алмазной республикой. Росли поселки, города. Постепенно родовые общины, разбросанные по таежным угодьям, власть начала объединять в совхозы. С каждым годом все меньше людей занималось традиционным хозяйствованием, где испокон века главным началом было оленеводство. Словно камелек на ветру угасала древняя этнокультура. Олень, как домашнее священное животное, стал редкой экзотикой для людей, чьи предки жили с ним бок о бок столетиями. Но все же удалось разыскать человека, который, несмотря ни на что, рядом с промышленностью продолжал заниматься древним промыслом, передавая природные знания внукам. Он хранит малый таежный островок прошлого, где еще можно почувствовать силу матери тайги в ее детях. Мы отправились туда, где их охраняет свет предков. Хозяина здешних мест Тита Егорыча Потапова пришлось подождать. Он с внуками в нескольких километрах отсюда заготавливал сено на совхозных угодьях. Стояла оглушительная, завораживающая тишина. Нарушал ее лишь легкий порыв ветра да треск от костра. Становище с двумя добротными зимовьями существует с начала 40-х годов. Построено оно по всем таежным законам на возвышенности, открытой ветрам. Поодаль в национальном стиле сделан загон для оленей. Хозяин приехал в окружении 3 внуков. Старшему Мише 14 лет. И он помогает деду не только по хозяйству, но и в общении с внешним миром. Поскольку Тит Егорыч от рождения глухонемой, дед и внук с гордостью показывают главное достояние своего рода. Вот оно все, наше стадо оленей.
Раньше стадо было немалое, дал понять старик. Больше 100 голов держали, пока не пришла смертельная болезнь – копытка. Тяжело стало на душе, когда основную часть стада забрала. К тому же оставшихся оленей сильно потрепали волки, так что этой осенью у нас их осталось всего 18 из взрослого поголовья и один олененок. Кита Егорыча нельзя назвать человеком таежным. Это неотъемлемая составляющая самой северной природы. И на ее силе построена вся его духовная сущность. Оленями он занимается с мальчишества. Это дело передалось ему предками по наследству. Во время открытия первых алмазов был каюром, помогая геологам пройти сквозь таежные дебри. С начала 70-х обжил это становище неподалеку от знаменитого алмазоносного месторождения Западной Якутии Трубки Мир. В свои 74 года он еще продолжает работать при совхозе. Никто из детей не пошел по его стопам. Но Тит Егорыч очень доволен, что сумел передать природные знания одному из внуков, Мише. Продолжатель дела рода Потаповых легко управляется со стадом. Ловко ловит и ездит как на упряжке, так и верхом. Даже знает, как правильно подготовить панты оленя для целебного настоя. Вот рог же, да, свежий. Берут, привязывают так ниткой, и сверху нитки прорезают пилой аккуратно. Вот тут вот, ну, где нитка привязана, она уже снутри уже вот не идет кровь, и микробы не попадают. Ну вот, а вот эту уже или в банку засовываешь, ну, чтобы, короче, ни единого микроба не залезло сюда. Несмотря на возраст, сил у меня еще много, передает нам через внука оленевод. Главное, что хозяйство есть кому оставить. Олень для коренных северных народов – животное священное. Он хранитель семьи, защищающий от неудач и болезней, а также посредник между мирами богов и людей. В древних погребальных обрядах он сопровождал умерших в обитель предков. Поэтому, когда на траурной церемонии убивали, тем самым символизировали переход усопших в мир богов. Белый же олень символизирует удачу и достаток. Хозяин, дух леса, покровитель охотников Баянай, ездит верхом на олене и одет в его шкуру. Дорогой Хаке, меня я торчакал. Меня Дедушка огонь, прими нас хорошо. Не прими за чужих, нас за чужих. Мы твои дети, эвенки. Значимые местные праздники редко обходятся без участия рода Потаповых. Вот и этой зимой в соседнем венкийском селе Сюльдюкар, где отмечалось 50-летие со дня его основания, не обошлось без приезда Тита Егорыча с внуком. Оленей в местном хозяйстве уже давно нет. Коренные жители фотографируются на память со своей потерянной историей древнего национального промысла, когда большие стада были одним из главных жизненных символов, гордостью рода кочевника. Лишь символичное кормление духа огня да круговой танец Девейде напоминает о былых временах. Продолжатель династии оленеводов Миша в интервью местному телевидению рассказал, что зима принесла новые потери. Опять напали волки и сильно порезали стадо. Из 18 оленей осталось только 9. Нет такой проблемы, только вот в волках, ну вот, а содержать тогда, ну, и нормально, но их волки разгоняют, грызутся.
Сохранять в условиях сегодняшней жизни подлинный этнический образ бытия коренных людей Севера Титу Егорычу стало очень трудно. Оставшихся оленей держать в тайге уже невыгодно, да и опасно. Оставлять таежных животных при совхозе тоже невозможно. В этот день было последнее дыхание оленей рода Потаповых. После праздника их пришлось забить. Погас свет предков. Скажите, с какого года вы вот, или ваши предки вот держат вот оленей вот в этом районе, здесь? Оленей здесь, говорит, здесь, сейчас, с 1975 здесь идет, с 75 здесь. А вообще, ваши предки, вот насколько вы помните, они держали оленей все? Вот твой отец, этот дед твой, оленей держали? Держали, говорит, вот ему вот олени достались от предков. Говорит, было там вот оленей, вот много, вот они вот умирают, с каждым годом неплохо так. По прошествии нескольких десятилетий жизнь коренных народностей стала ничем не отличающейся от общего большинства людей. Случилась еще одна большая трагедия маленького народа.